Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И известный политолог, эксперт-международник Абдулла Истамулов. И поговорим мы с ним, постараемся поговорить на тему СВО, политика и западный мир. Маршал Абдул. Сразу переходя к нашему разговору. Вот что я хочу у вас спросить в первую очередь. Ситуация в зоне СВО. Как вы ее оцениваете? Можно было бы очень коротко, Ламел, ответить как вам удобно? Да, на ваш вопрос. Его за всех, по-моему, очень емко объяснил президент страны. Все идет по плану. Все так просто. Да, все идет по плану. Как сказал президент? Да, ну, вдогонку. Мы с вами прекрасно понимаем, что он прав в том, что даже не я, а мои коллеги, довольно-таки, кстати, независимые эксперты, которые пока еще остались и на Западе тоже, они утверждают, что Россия задействовала в этом конфликте где-то в пределах 5-7% от своих возможностей. Всего лишь? Всего лишь. И если к этому проценту прибавить еще кое-что, то это хотя бы 25. Да. Ну, я думаю, что нам надо просто вернуться обратно. Изначально с чего все это началось? Все было бы нормально, в том виде, котором мы и хотели бы видеть, если бы на Украине, в Украине, не преобладали силы, которые тяготели совсем другим ценностям и параметрам, которые нас не устраивали. Не только в идеологическом плане, но и географическом тоже, кстати. Вот они наши соседи, братья там, и так далее. Но все равно. То есть, когда твой сосед идет к твоему врагу и договаривается с ним, и это угрожает твоей национальной безопасности, разумеется, тебе надо принимать определенные шаги. Вот с чего все это началось, Ламель? Вы так просто это объясняете, да. Вот так, все. Да, по-другому не... Ну как еще по-другому? Ну а как вы оцениваете отношения России со странами коллективного Запада, исходя из того, что происходящее сейчас вокруг Украины является прокси-войной коллективного Запада против нашей страны, против России? Это не первая прокси-война, а Советский Союз, Штаты, Вьетнам, Корея. А прокси-войны – это где-то 1500 лет, они и так ведутся другими руками. Они и так велись. Отношения с Западом тут намного сложнее. И я так считаю, сложнее. Дело в том, что где-то в этой ситуации последних лет жертвой, как ни странно, я считаю, что является в большей степени даже, чем Россия, это Европа. Вот посмотрите экономически, кто больше пострадал от конфликта на Украине. То есть это ошибка Запада? Нет, одной части ее. Война на Украине? Части. Да. Это ошибка Запада. Это, если мы на выходе посмотрим через определенное время, кто остался в выигрыше, это Штаты и транснациональные корпорации, которые Штаты являются офисом заокеанским. Они в выигрыше остались, они заказчики этой системы. Вот. А Европа была экономическим где-то конкурентом у Штатов. Во всем виноваты деньги, прибыль. То есть Америка оккупировала Европу? Нет, она на нее влияла. И не то, что оккупировала, она вытянула из Европы за последние годы мозги, деньги, лишила ее большей части энергетических ресурсов. Поставила везде свои базы. Да. Ну и получается, что оккупировала Европу. Да, фактически, да. Смотрите, часто от глав западных стран можно услышать вот такое. Мы не должны допустить победы России в этой войне. А как это понять? Мы не должны допустить победы России в этой войне. Им что, нужна Третья мировая? Что они добиваются? Вот та же самая Америка и вот, скажем так, ее слуги, сателлиты. Тут, знаете, никто не хочет разрушить Россию и ее расколоть.
Они хотят просто поставить ее на место, вытягивать оттуда ресурсы. А здесь, чтобы, как и раньше, на их взгляд, была типа управляющая, то есть колониальная администрация. Все это их устраивает. А Россия огромная страна с огромными возможностями и где-то непредсказуемыми. И поэтому, если самой России будет большой кризис экономический или политический, и страна начнет раскалываться, то тогда это миру мало не покажется. Это им не нужно. Они этого и не хотят. Именно поэтому Украине дается определенное количество денег, чтобы они могли просто сопротивляться. А Россия не может больше включить силы. Там люди живут. И люди, с которыми мы сотни лет жили вместе. Мы не можем себе позволить больше, чем мы делаем сейчас. На что рассчитаны тогда эти громкие заявления того же Макрона, Шольца и разных таких Ляйнов о том, что нужно войска какие-то послать на Украину? Ламаль, если бы, вот говоря слоганом... Что мы готовимся к войне с Россией. Ламаль, если сказать вот таким слоганом, то это будет оскорбительно, конечно, но на убогих не обижают. Вот такой, да, там примерно можно сказать. Нет, за последние, вот смотрите, начиная с Коля в Германии, Ширака во Франции, не было за последние годы ни одного самостоятельно, даже чуть-чуть самостоятельно политика во главе ни одной из европейских стран. Или женщина, или полуженщина, полумужчина. То есть вообще непонятные люди, слабые личности. Они абсолютно управляемые. И популизм правит вот этих стран. И поэтому эти высказывания, они идут в пользу, чтобы услышал хозяин за океаном, что они могут лаять. А на самом деле с собой... Даже больше. И это заезженное вранье до дыр, если так можно сказать, что Россия готовится напасть на НАТО. Это тоже в этой же... Ламаль, а как вы посмотрите на то, что Конгресс, вот последние деньги, даже тот 51 миллиард, который был обещан, он до сих пор не выплачен, даже не остался на вооружении для Украины. Все перекинуто, все тяготы вот этого конфликта, экономические, политические, Штаты аккуратно переложили на Европу. Ты представляешь? Это чистой воды подстава. То есть проигравший самое большее, даже не меньше, чем сама Украина, вот этой истории, может оказаться. Но они же прекрасно понимают, что никогда у России выиграть они не смогут. Еще раз, они не должны, они не хотят вот в том понимании. Нет, они уже пытались, и не один раз в истории, мы с вами знаем, чем это закончилось, с казаками. Но сейчас то же самое продолжается. Они накачивают Украину оружием. Конечно, да, в последнее время с трудом, у них нет денег, но и все равно продолжают искать эти деньги, чтобы опять накачать до невозможности Украину оружием, чтобы она могла противостоять России. Вот скажите мне, у вас не возникает сомнений в их адекватности? Нет, они просто делают то, что им говорят. До какого... Они делают, что им говорят? Конечно. И до какого это продлится, мы с вами, то есть, пока не знаем. Но я думаю, что этот год он будет очень важный. Я думаю, что выборы, как ни странно будет это сказать для наших зрителей, но для мира это уже, для просвещенного мира, это обыденность. Выборы в Штатах определяют много определяет в этом мире. Очень многое. А если Трамп? Что-то изменится? Дело не в Трампе, а в том, какую линию и кого представляет Трамп. Это две линии в мире конфликта. Мы знаем, что с вами и первая, и вторая, две мировые войны. Начинал конфликт двух позиций управления миром. Первая позиция – это коллективные Ротшильды, их старые закваски, которые говорят, что мы есть государство, и в государстве правим мы, то есть их люди. И второй подход – это новый подход, это офис Вашингтон,
это через ФРС, через моду, через идеологию, то есть транснациональные корпорации, то есть новая элита. Это Рокфеллер плюс... Вот это две линии правления миром, они вступили в очередной, уже третий в истории большой конфликт за влияние в мире. Вот. И два претендента, которые будут от республиканцев и от демократов, тот же Трамп, они представляют одну из этих линий. То есть для нас нет никакой разницы, что Трамп, что Байден? Есть, если влияние той старого света, туда попадет кандидат, ну тот же Трамп, но это нам ближе, потому что география вот этих людей и вовлеченность и в российскую экономику, и нашу в их, то они нам ближе. Понятно. Продолжение темы Украины. Как вы оцените перспективы Зеленского на сегодняшний день? Ну, после того, как он отказался от выборов, я оцениваю ее довольно-таки плачевно. Дело в том, что Зеленский, понятно, кто он сам собой, он фактически ничего не представляет. Ни как политик, ни как руководитель. Он теряет легитимность из-за того, что отменил выборы? Или может потерять легитимность? В публичном пространстве, скорее всего, нет. Но недовольство есть не только у людей, но и тех его, то есть его крыши, которые бы хотела бы видеть даже в этой ситуации определенный вид, что есть выборы, что он выигрывает. Кто его поставил? Но здесь они посчитали, что это делать не будут. Но оправдание есть, потому что они считают, что это война. А крыша? Это за океаном. За океаном. Да. Америка, Да. если так сказать. Смотрите, в СМИ часто начали говорить о том, что может случиться очередной госпереворот на Украине. Может ли он случиться? И если случится, почему и из-за чего? Может. Мы с вами определенное время назад, именно вот этой студии, кстати, говорили про это. Дело в том, что Украина изначально соткана из абсолютных разностей. Абсолютных разностей. Идеологических, политических. Абсолютных разностей. И национальных. Абсолютно разностей. И она выживала только потому, что советская идеология заставляла их жить вот на этой территории. Вот давайте мы войдем в историю и посмотрим, что нет более ярых оппонентов, мягко говоря, чем идеология тотализма и православия. И эти две абсолютные разности на Западной Украине, они жили фактически своей жизнью, даже тогда. Но теперь, вот в этой ситуации, я считаю, что эти земли, они могут отойти совсем другим странам. Их Украина потеряет, скорее всего. Восток, там Польша претендует, да, Венгрия, да. И не то, что претендуют, они могут реально их присоединить, и никто их за это не упрекнет, потому что исторически эти земли когда-то им принадлежали. И если люди, которые на этой территории, по национальному признаку и по идеологии они ближе к ним, они могут то же самое, что мы сыграли то есть в Крыму. Дальше, что Восточная Украина? Ну, она останется под абсолютным, не то что влиянием нашим, а в нашем фарватере, но это будет отдельное государство, скорее всего, на мой взгляд. И там, скорее всего, мы вернемся к тем отношениям, которые у нас были. А кто может возглавить госпереворот? Военные или... Скорее всего, мы получим опять националистическим оттенком. В тяжелые времена
люди, которые в публичном пространстве напрямую задействованы, и люди их видят, те же самые военные, те же самые политики, они теряют в глазах людей много. Единственный, кто на этом выигрывает, это так называемые национал-патриоты. Они могут, на мой взгляд, больше, и, разумеется, у них будет поддержка. Они могут на определенное время, а потом, как вы понимаете, их просто убирают, сливают. И ставят своих. Но история это доказывала Да. не раз. А как вы думаете, можно ли посадить Владимира Зеленского, я просто так скажу, Зеленского, за стол переговоров, несмотря на его известный указ не вести переговоры с российским руководством? Или США ему это не позволят? Когда, Крыша не позволит. смотрите, когда договоренности, которые помимо того же Зеленского будут идти и договорятся, это Путин и будущий президент, скажем, США, где-то, тогда он придет и сядет как миленький, куда он денется. Только тогда. Да. А так? А договоренности, знаете, переговоры идут всегда. Вопрос в цене. Всегда они идут. А тут какая цена может быть? Ну, цена – это те цели, которые мы бы хотели, Россия, достигнуть, то есть остаться на тех территориях, которые уже есть. Даже если это не так, добиться абсолютно неблокового состояния самой Украины, то есть к тем вопросам, которые были поставлены, задачи изначально. Мы их реализовываем, и дальше уже идут там экономические отношения устанавливать, там еще что-то дальше. Смотрите, как я уже говорил, часто можно услышать от некоторых политиков, каких политиков Запада, особенно Прибалтики, я не понимаю, куда Прибалтика лезет, если честно сказать, да, особенно Прибалтика, Польша, что Россия готовится напасть на НАТО, что после Украины начнется вторжение в одну из стран блока НАТО. Зеленский на этом тоже делает свой пиар, скажем так. Почему? Зачем? Это же глупость. Ну, если... Ламель, вы часто бы бывали на том же Западе, вы поняли бы, что они абсолютно оболванены местной пропагандой, если можно так выразиться. Они абсолютно считают, что Россия – это угроза, и Россия, та, которая сломала хребет и монголам, и Наполеону, и Гитлеру, еще кому-то. То есть это и есть угроза, и за все это они придут с нами рассчитаться. То есть не Россия на них нападала, да, за все эти века, а они. И каждый раз получали по мордам. Вот. То есть вот эти сотни лет постоянно вот это накачивается. И они в это верят, кстати. Они это верят, что рано или поздно Россия, то, что России это невыгодно, что это не надо. Они об этом не думают. Что Россия никогда в первой не нападала, она все время защищала или освобождала страны. Эта история тоже доказана. Но они, вот этот миф, Россия есть, закончит с Украины, как говорит Зеленский, так называемый президент, она нападет на одну из стран. Это вообще... Ну, скорее всего, конфликты могут быть. Тот же коллективный Запад, который мы понимаем, у них есть свои... То есть переформат мира, который был с развалом Советского Союза, он же продолжается, Ламаль. И, разумеется, вот эти две группы, они делят мир и дальше. Уже сейчас новая волна, и она, если она приведет к жестким конфликтам, как вы сказали, к Третьей мировой, она фактически идет. Но она идет гибридная. Но она идет. То есть меняется сфера влияния, кооперируются страны, экономики, особенно военная составляющая увеличивается. И не секрет, что Япония до 300 миллиардов, которой вообще нельзя было иметь армию, она догнала свой бюджет до 300 миллиардов долларов. Франция больше. Это же ужас, это целая экономика. Которые почему-то забывают, кто нанес ядерный удар
по городам Японии. Вот почему они это забывают или не хотят это помнить? Не, Ломер, они никогда ничего не забывают. Я был в Японии, я видел этих людей. Они, знаешь, они никогда ничего не забывают. Но в один прекрасный момент они тоже об этом Вспомнят? напомнят. Это же те люди, которые чтят традиции. Они же до сих пор режут себе животы. Понимаете, это у них есть это осталось. Но, Они, думаете, Америке это напомнят? да, Посмотрим, Знаю, посмотрим. И все же, на данный момент, по какому варианту будут развиваться события и на Украине, и в мире? Ваше мнение? Я думаю, что активные действия со стороны России будут наращиваться. И да, мы дойдем до определенной территории, до определенного состояния. Потом уже, я думаю, что пойдет речь о переговорах. Это будет еще в этом году. Это на мой взгляд. А мир получит еще, вернее, вот эта борьба за кресло в Вашингтоне, одно из частей. Вторая – это Израиль-Палестина и вокруг этого конфликта. Там тоже Америка. Да. Но Израиль как государство и евреи, они бы очень многое бы сейчас отдали, даже собственную территорию, лишь бы это все отыграть назад. Дело в том, что как жертва евреи уже мир никогда их не примет. И даже Холокост не поможет. Так, понимаете меня, да? Вот. И поэтому в этом году будет стоять вопрос, как закончить этот конфликт. Значит, что они должны идти по плану того же Запада. Значит, где-то в другом месте. Тайвань. Очень большое желание ослабить Китай. А Китай вроде бы на крючке где-то, потому что там очень много денег из этих групп туда вложенных. А с другой стороны, Красный Китай – это отдельная цивилизация, и они смогли в меньшей степени зависеть от вложенных денег, в отличие от нас или от кого-то в мире еще. Они просто не отдали контрольный пакет. Никому. То есть Америка не хочет терять однополярность и гегемонию. Конечно. Вот. И поэтому Россия уже вовлекли конфликт. Буду стараться вовлечь и Китай. С кем угодно. Но это вопрос такой. Но, скорее всего, вот в этом году этот вопрос тоже в конце, в начале следующего, этот вопрос тоже будет ставиться. И потом будут определяться условия, на которых они согласны договариваться с той же Россией и с тем же Китаем. Просто я хочу еще раз, чтобы мы с вами поняли, никто не хочет разваливать ни Китай, ни Россию. Нас просто ставят стоило, вернее, хотят поставить. А я думаю, что не получится. Смотрите, иногда можно услышать, что западный мир проиграл, что впереди завершающий этап СВО. Ваше мнение? Запад проиграл. В лице Европы он еще как? Больше всех проиграл. Экономически, да. Россия еще не развалилась. У России экономика, как ни странно, будет, им кажется, еще жива. И мы где-то растем. А в Европе нет. А цифры говорят совсем о других вещах. Вот, первый сигнал был, когда Британия ушла из Евросоюза. Надо было понимать, что они оттуда выходят, чтобы вас опустили по большому счету экономически. То есть, да, в этом случае... Выход Британии из ЕС – это первый звонок развала? Это первый звонок, то, что центры влияния в мире, которые есть, основные, это Лондон и Вашингтон, они не захотели быть вовлечены в эту историю, и поэтому они оба зажимают ту же самую Европу. Понимаете, что заседает в Лондоне деньги-то. Вот. И здесь все упирается в деньги, как ни странно. Влияние, абсолютно. И поэтому Украина, по большому счету, может нам даст шанс
опять нарастить свое влияние хотя бы в той части, в которой мы с вами живем. А Россия наращивает влияние в мире. Ох, как Вот. наращивает. И смотрите, дело в том, что И это радует. в мире идет война-то за жизненное пространство будущего. А ресурсы будущего в абсолютном своем большинстве, они заложены Всевышним на одной территории. По разным данным, от 35 до 65% все ресурсы будущего, на которых экономика будет развиваться, они заложены в одной стране. И называется она Россия. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный разговор. И вот что я хочу у вас спросить в заключение. В последние дни мы наблюдаем большой успех российских вооруженных сил. Наши войска идут вперед. Там, на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, скажем так. Лупят укронатовцев за милую душу. Чего стоит только один успех – освобождение Авдеевки. Как вы оцениваете наступление наших войск, наших ребят, наших бойцов, нашего воина? Опять же, цитирую президента России, все идет по плану. Когда тактически и стратегически больше мы вынуждены оглядываться на мировую политику, мы вынуждены на нее оглядываться, и Авдеевка, небольшой там, населенный пункт, имеет тогда стратегическое значение. Каждый километр имеет. Когда вы садитесь рано или поздно за стол переговоров и вы разговариваете, то за вами тот успех, который вы набрали, да, эти очки. И вы исходите из этого. То есть Россия набирает эти очки. Россия набирает очки. Да. Мы идем к победе. Да. Другими словами, если сказать. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на мои вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Аминь. Итак, дорогие друзья, вы сами все слышали. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И известный политолог, эксперт-международник Абдулла Истамулов. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.